Удмурты всегда принимают гостей песнями. Это целый обряд, которому придается большое значение. Есть многочисленные напевы, связанные с гостеванием. Песни встречи гостей, кунопумитангур, напев угощения гостей, кунощектангур, напев проводов гостей, кунокелянгур. Гостевые церемонии сопровождали все семейно-бытовые календарные праздники, в том числе и обычные посиделки на кухне, например, совместная лепка пельменей. В Удмуртии сложилась целая культура – пельменолепия. Они приглашали, что вот давайте посидим и вместе сделаем еду, будем лепить пельмени. И тут же они обедали и завтракали или ужинали. В основном, наверное, ужинали. Собирались. Начинка была разная. Раз мяса не было, была трава, там или хвощ, или грибы. А потом пошло уже мясо. Мясо с картошкой, мясо с капустой. Вот такая начинка. Но есть разные, наверное, все равно от своих возможностей. Я когда маленькая была, у нас дома собирались все соседи. Бабушки, тетки, кто-то со своей прялкой приходил, кто-то просто вязал, потому что раньше телевизоров не было, очень мало, да. Один телевизор купят, и вот они собирались. У меня отец играл на гармошке, мама очень хорошо пела. И бабушка пела, такая интересная была, шутила, шутки, все, частушки пела. А когда мой отец играл, они все дружно пели, работы делали, где-то табани пекли, где-то вот пели пельмени, а пельмени пекли заранее, готовили начинку. Вот у нас бабушка, мясо она всегда рубила. Рубленное мясо, оно вкуснее, чем через мясорубку. Мясорубки еще чуть позже появились, вот такие ручные, которые крутят, да? И я очень хорошо помню эту традицию, собирались, и у них такие низкие, красивые голоса были, гармошка играла, и я вместе с ними и пела, и плясала. По легенде, приготовление пельменей – сакральное действо, в котором объединяются все стихии – вода, земля, огонь и воздух. Считается, что правильно приготовленные пельмени придают человеку легкость и силы духа. У нас бабушка лепила, она ржаную муку смешивала с пшеничной мукой. В колхозе своя мельница, пшеница была и рожь была. Вот перемешаешь все, да, и пельмени лепила, как вот пирожочки, но с краю дырочки оставляла, чтобы бульончик проходил через это, и они были вкуснее, намного вкуснее. Кто-то с грибами лепил, кто-то, значит, с мясом. В основном больше, конечно, с мясом любили. А у кого нету ни того, ни другого, значит, то кислинку, то еще чего-нибудь, какие-нибудь травы. Капустные со сметанкой. Как работали, так и отдыхали. В выходные и праздничные дни старались отойти от тяжелого физического труда. Обычно в каждые выходные где-нибудь, да кто-нибудь да приглашал к себе в гости. Раньше же жили, круг был общения. У каждой семьи был свой круг общения. И вот в одни выходные один приглашает, в другие выходные другой приглашает. И вот к этим моментам в основном лепили пельмени. Пельмени – это было такое культурное угощение. В основном ведь, как сейчас салаты не делали раньше, были квашеные, соленые, и вот пельмени делали. Табани, яйца. Соберутся, и начиналось само действо. Кто-то начинку готовит, а кто-то за тесто берется. А бывает, что тесто готовят двое. Одна с пшеничной мукой, другая с ржаной. Села конечко, гупочки. Понемын, займ булай. Куракус, пилько. Свежий. Сюди. Сурачко. Ашме изем пыш. Милям колхозмы
джек пыжнулеште, чабей пыжнулеште. Тани пунаем лыхшим соус чабей пыжен, а ми джек пыжен сейчас кутом. Начинка асманамилям разная. Кыжи таришком тесто, вуконишком, сылалконишком, курек кузочушукишком, кыжес будетишком. Еще мы спонса, сейчас нырком. А на это ее смы, тажи пельнянь кутова, оглом, вань залюкачкыса, кырджаса, котыр йосе сачса, ашмиоснували, ожи клешто. Гускель йосе. Тесто готово. Теперь кусочки теста раскатывают в кружочки. Или сначала тесто раскатывают в большой лист и вырезают кружочки. Тань тажи вандылышком и кутышес куте. Кружочки и начинка готовы. Начинается сам процесс лепки пельменей, и кто-то сразу затягивает песню. Свежая мука, и все появлялось уже к осени, когда вот уборка. Свежая капуста, свежая картошка. И на Ильин день всегда уже резали мясо, либо баранчика, либо курочку, либо кого-то там. Вот когда мясо появлялось, тогда уже больше пельменей было. Лепка пельменей – это целое действие, длиною может быть даже несколько часов или в целый день, полное радости с участием близких людей. Считается, что само это действо сплачивает людей. Очень даже сплачивает. Это раньше люди очень дружные были. Они все работы делали вместе. И то, что в огороде, и то, что в поле, и то, что дома. И вместе все отдыхали. Ели, пили, стряпали, друг другу гостей зазывали. Даже теленок родится, и то приглашали. Все так вот, обычаи были такие. Значит, пельмени лепили, разные, кто с чем мог лепили. Вот пригласят, а у нас такие пельмени, айдайте к нам, а у нас вот с такой начинкой пельмени. Очень вкусно. И пельмени макали то в капустный рассол, да, был. Ну, кто-то в уксус-то чуть, кто-то, в общем-то, больше-то в капустный рассол макали ели. Дети всегда рядом. Вместе со взрослыми они с удовольствием включаются в разные виды деятельности. Метод «смотри и делай как я» действовал в любом деле, в том числе и в лепке пельменей. Дети учились стряпать, учились терпению и аккуратности, приобретали навыки, копировали навыки поведения. Некоторые по слепленным пельмешкам учились считать. Старшее поколение как бы друг с другом общается. Оттуда идут наши родственные кумовья, например, или сватью, или там даже могут молодежь друг с другом познакомиться, и там появится новая семья. Молодежь, маленькие, например, учатся как лепить, как общаться даже друг с другом. Еще в семьях была шуточная традиция. В один пельмень заворачивали вместо фарша кусочек теста. Считалось, что найти цельный пельмень без начинки, состоящий из одного теста, к счастью. В некоторых семьях делали такие счастливые пельмени с перцем, сахаром, даже с монеткой, к богатству и денежной удаче. Нынче любой житель Удмуртии убежден, что живет на родине пельменей. И действительно, само слово «пельнянь», где «пель» – ухо, а «нянь» – хлеб, пришло именно из финно-угорских языков.
Рецепты пельменей, способы лепки и подачи одинаковы, но в любом населенном пункте были и есть свои особенности приготовления хлебных ушек. Но, к сожалению, мы никогда не узнаем такие секреты жителей деревень Божешур, Балян, Чужьялова, Удмуртские Ажги, Новая Манья. Эти деревни исчезли, а секреты вместе с жителями рассыпались по белу свету. Возможно, ассимилировались и дали особенные вкусовые оттенки в каком-нибудь другом блюде. Тем временем на улице в большом котле сварилась первая порция пельменей. Аппетитный, характерный для пельменей аромат, да еще с дымком. Пельмени новые дни, мужческот. Пельмени – восторг кулинарного искусства, пора дегустировать. Не есть, а смаковать, то есть получать удовольствие совсем иного уровня, а хороший пельмень всегда уникален. Это послание тех, кто его придумал, слепил, это послание тем, кому предстоит его оценить. Это послание, которое нужно уметь и хотеть прочесть. Славно посидели, поговорили, пельменями угостились, песен попели. Пришло время и до напева провода гостей, Кунокелянгур.